життя у центры падзей. Яшчэ раз усім прывітанне, пры мікрафоне Маша Калеснікава і моя наступная сённяшняя гостья Ганна Бонд. Прывітанне, Ганна. Прывітанне. Ну, я думаю, што ўжо ўсе нашы слухачы ведаюць дакладна, што Ганна такі здзейсніла подзвіг сапраўдны на мінулых выходных, пераплыла праліў Босфор. Уласна кажучы, пра гэта збольшага мы сёння пагаворым. Да, спасибо. З якімі ўвогуле вярнуліся эмоцыямі ў Мінск? Вось план выкананы, што адчуваеце? Ну, эмоции такие, вот вчера стало меня только отпускать, да, потому что все эти 5 месяцев, а особенно последних 2, были в таким диком нервном напряжении, потому что я должна была плыть, я не могла свернуть назад, но при этом возникли некоторые какие-то трудности со здоровьем, отступать не могла, и от этого такой нерв был у самой, смогу ли я или нет, потому что наверняка много людей ждали как побед, так и как бы моего поражения, да. Чтобы... Есть такие, думаете? Да, конечно, есть всегда, потому что я не могу нравиться всем, такой человек я очень подвижный, да, и, конечно, я думаю, они ждали, чтобы оно там утонуло. Ну, я шутила хорошо, дерьмо, оно же не тонет. Ну, такая шутка у меня родилась за время, ну, самоирония у меня в порядке все. Вот, и как бы после Босфора не было никаких, после заплыва не было уже никаких сил, не хотелось даже это дело отметить, ну, физически просто, опустошение такое было. А вот вчера я уже как-то открыла ром, такой пиратский напиток, лежала дома на диване, ко мне приходили гости, приносили цветы, подарки, и, ну, такие высказывали такое восхищение свое. И вот вчера я на самом деле стала понимать, увидела еще такой интерес со стороны СМИ к моей персоне, что ну вот я действительно это смогла, и я это сделала. Вось вы кажаце, што у вас узніклі падчас падрыхтоўкі праблемы са здароўем, і яны менавіта былі звязаныя з тым, што вы пачалі плаваць? Ну, как оказалось, да, 11 июня меня забрали по скорой из дома утром в 9 утра в больницу скорой, в двойку, приехала скорая помощь, потому что я начала задыхаться. Я час или 2 кашляла, принимала всякие препараты, чтобы как-то снять этот спазм без остановки. Но потом, когда началось уже вот это... Я поняла, что я это в кино уже видела, когда там заложники берут кого-то, и кому-то становится плохо, надо им там чем-то дышать. Мне что-то показалось, что это та самая история, вот именно так она и была. Кислородная маска, все справа. И я вот вызываю скорую, они дали мне инструкцию, что я должна сесть у окна, выпрямиться, открыть, чтобы окно было открыто. Вот меня забирают, ну и там, собственно, понимают уже, что начинают обследование, что у меня не воспаление, не бронхит, и вот пролежав в больнице, мне четко поставили диагноз, что у меня бронхиальная астма физического усилия. Ну, я очень просила, чтобы врачи ошиблись, потому что для меня услышать это был диагноз, когда я готовилась так долго, да, впереди у меня было 5 месяцев подготовки, услышать это, для меня это было очень сложно. Я там прорыдала 2 дня и говорила, наверное, вы ошибаетесь, может, у меня что-то другое. Я вот ходила врачей, убеждала, профессору там был, консилиум врачей, я попала, человек 50. И доцент была, и еще там заведующий отделением. И они мне говорят, нет. То есть я говорила, что вы придумываете, они мне говорили, к сожалению, мы ничего не придумываем. Что я хотела услышать, что они ошибаются, что это какая-то простуда, что угодно, но только не это. Вот. Все эти дни я стала мониторить, плавают ли с астмой, занимаются ли спортсмены спортом. И 1, 2, 3. Я увидела много информации, что на самом деле это есть такое, у спортсменов это есть, с этим люди живут. Просто мне нужно было в краткие сроки адаптироваться, да, к этой болезни, и я еще не умела ощущать, понимать, как надо с организмом, да, справляться, если начинаются вот эти приступы. Вот. Но посмотрела, что и норвежские биатлонисты с такими штуками, Дэвид Бекхэм, да тот же Бьорн Даллен, оказывается, да, и ну, собственно, меня подлатали, подлечили, но запретили тренироваться в ближайшее время, потому что до Босфора я брала еще дистанцию 2,5 километра в Марселе, чтобы проплыть, чтобы почувствовать открытую воду. Это такой предстарт, чтобы был. Но там сказали категорически врачи, что нет, вода холодная, любое переохлаждение, сквозняк, ну, могло меня откинуть обратно. Вот, и получилось, что я себя сдерживала. 3 недели я не занималась, учитывая, зная, что у меня на носу Босфор.
Для меня это было... Потому что я жила только тем, что проплыву, не проплыву, получится, не получится, как оно будет. Потому что дистанция же все равно не маленькая. 6,5 километров. Это открытая вода, это стихия, понимаете? Это вода, это стихия, что бы там ни было. Там и течение, понятно, но там есть как встречные, так и попутные. Важно в них попасть. Важно не... Он же идет вот так, я вам покажу. Важно было не петлять змеей, знаете. Я взяла майку, это нам давали в предстартовом пакете. Вот это вот весь мой маршрут. Да, шлях в 6,5 километров. И вот, понимаете, тут же надо тоже стратегически правильно сориентироваться и плыть весь этот красивый маршрут. Вот. Ну, я очень, наверное, стала запредельно нервная за период этой подготовки, потому что я замахнулась очень серьезно. И учитывая, что когда я просто запостила у себя в Инстаграм, что я буду готовиться, это тогда подхватили, ну, такие, и все такие потирали ручки, давайте, ждем. Я это сделала. Но на самом деле я делала это и для себя, и потому что у меня же уже за плечами был полумарафон. Ну, такое очередное испытание я себе поставила, которое, в принципе, тебе помогает жить, тебя дисциплинирует, тебя настраивает на новую волну и новый этап жизни определенно, потому что у меня несколько и после забега много всего нового приклеивается сразу. Это такие, знаете, какие-то отправные точки, которые тебя воспитывают, формируют, дают некий новый такой духовный рост, потом это же все испытание, это сила духа. Я прошу вообще не путать, вот люди иногда, когда готовятся к марафонам и к заплывам, они все время думают, что это спорт. Ой, ЗОЖ, да? Ой, здоровый образ жизни. Это вообще такие эксперименты над организмом на самом деле. И это нифига не ЗОЖ, и он так не выглядит. ЗОЖ – это у тебя дома физкультура. Ты как девочка ходишь на акваэробику. Это йогой ходить, позаниматься. Это все здоровый образ жизни. Да? А вот это все – это испытание над собственным организмом, когда тем более ты в краткие сроки учишься плавать. Я плавала последний раз там в детстве, а остальное, ну, как вот, знаете, бабулечка такая в бассейне, знаете, всегда. Ну, я не плавала никогда километры в бассейнах. Нет. И вот подготовка 6 месяцев со школы, которая и предложила, и втянула меня в эту авантюру. Они же, у них школа Айран, они же меня изначально привели вот к полумарафон в Марселе, в Мадриде, и сейчас вот они к Босфору меня не готовили. И вот выкарыстоўваць ва ўласных інтарэсах, карацей. Ну, знаете, ну тоже не ко всем, наверное, обращаются, да, и не ко всем ведут. Но мне нравится, что они такие это те люди, которые изменили мою судьбу вот во многом, я хочу сказать. Слушайте, ну многие могут подумать, что, в принципе, вы это робили все ж дзеля хайпу. А вы знаете, я всегда говорю, кто хочет такого хайпа, это же вообще не проблема. Ну, берите, бегите, плывите, поднимайте флаги, стяги, любые, какие хотите. Да хоть, как я говорю, снимайте штаны и машите всем, чем только можно. Понимаете? Это... Знаете, это сомнительный хайп, потому что у меня полгода тренировок, которые выматывающие были. И плюс и вот такая приобретенная болезнь в процессе тоже тренировок. Уйдет ли оно или нет? Ну, стадия ремиссии может быть, хотя я сейчас болею тоже. И надо лечение тоже постоянное. Погода сейчас вообще климат не мой, да. Я уже хожу как астматик с баллоном, потому что бывает так, значит, поддушивает. Ну, сомнительный, мне кажется, хайп. А хайпа и до этого мне уже, кажется, хватило. Меня узнаваемости так хорошие, опросы же делали у народа. Нет, одно к другому складывается. Знаете, а почему и нет, в принципе. А хайп, ну, там вот кто-то со сцены может певица упасть, может там кто-то про нее напишет, это хайп, не знаю, или что. У меня несколько иные задачи. Все-таки я на своем примере, своим подписчикам... Знаете, опять же хайп. Сегодня для того, чтобы быть звездой, не нужно, чтобы тебя по телевизору показывали. Сегодня и достаточно соцсетей, вы же понимаете. И что люди, и так много сегодня звезд, которые себя сделали через соцсети. Если ты интересен, тебя смотрят, и вот твоя площадка. Грубо говоря, у каждого человека сегодня есть возможность сделать свою СМИ, да, площадочку, это в Инстаграм, Фейсбук, социальные сети, и продавать себя, и предлагать, и двигать что-то. А учитывая, что у меня уже вот это вот как одно к другому складывается, ну, в данном случае, вот моя история такая. Люди очень наблюдали, смотрели. Мне столько, посмотрите, сколько у меня там комментариев, сколько пожеланий от людей, какие были добрые отзывы. Я просто плыла маршрут, дистанцию свою, плыла, я думала о том, что, ну, как я могу подвести, мне там
сотни комментариев о том, что мы в тебя верим, ты можешь, удачи, ты сильный. Хотя, откровенно говоря, вот в заплыве я не была уверена, что я это сделаю на 100%. Вообще не была уверена. Я нагадаю, што Ганна Бон сёння госця жывога эфіру Еўрарадыё. Ганна распавядае нам, чаму і навошта яна вырашыла пераплыць заліў Басфор. Дарэчы, а чаму вы не былі ўпэўненыя ў тым, што вы ўсё ж пераадолеце гэту дыстанцыю? Ну, потому что это вода, потому что это не земля, потому что ты находишься в пространстве таком открытом. Знаете, вот если бежал, ты остановился все-таки и как-то что-то. А здесь куда останавливаться? Техника безопасности у нас была такая: купальный костюм, чип на ноге, который просто дистанцию твою отмеряет, да, старт и финиш, и шапочка. И они говорят, если вы будете тонуть, ну, инструктаж у нас был, если вам станет плохо, у вас будут судороги сильные, вы поймете, что вас уносит течение, вы не можете бороться с ним. Если у вас там вдруг что-то заболело, вы просто снимите шапочку и помашите вы просто объемы там не видели этого. Я говорю, а как они нас увидят? И это же вода, там же эти черепки как, ну, торчат из... Ну, это, мне кажется, нереально все увидеть. Ну, на заплыве, кстати, умер человек. Если вы зайдете на сайт официальный заплыва, сердечного приступа скончался, причем молодой человек. Ну, там возраст я точно не знаю, но вот... Да, такой несчастный случай. Хотя до этого я тоже мониторила и думала, какие же несчастные случаи на Босфоре случаются. И лазареты построены там, да, очень много людей потом лежали под фольгой. Все как в кино. На капельницах их всех откачивали, отогревали. Понимаете, там есть течения были, где ты встречаешь, чувствуешь, и прям сводит... Вроде ты плывешь комфортная температура, но где-то там идет какое-то течение. Это же пролив Босфор. И у меня прям дыхание... Вот так, от холода, который вот так вот на тебя наскакивал. Я видела, что люди... Понимаете, когда я еще видела такую толпу, я говорю, ну, блин, ну неужели они все плавают лучше, чем я? Ведь наверняка же кто-то и хуже, чем я. Когда я увидела людей с ограниченными возможностями, без ног, на колясках, которые тоже преодолевали Босфор, я думаю, ну как? Нет, ну тут я должна собраться и все-таки выдать какой-то максимум. Да? Не буду скрывать, в очках, вот когда вот вниз смотришь, медузки плывут, там муть такая голубая, да, бездна, наверх воздуха забираешь, и небо ясное, облачка. Вот очень много молилась, было просто молитвы, и все, слава Богу за все, слава Богу за... И вот так вот приговаривала. Страшно было в окна. Ну, понимаете, я старалась, ведь говорят, в Босфоре даже есть акулы, но они на глубине, но они небольшие, там, да, любительские, скажем. Но, тем не менее, знаете, это вода, и опять же, заплывает куда угодно, что угодно. Если зацикливаться о том, что там может кто-то выплыть и вдруг схватить тебя, ну, есть страх. Понимаете, чтобы ощутить, понять, это все-таки надо оказаться там. И Босфор, он все-таки такой мужчина, он величественный. Я когда летела на самолете, я хотела снять облачка, открываю иллюминатор, я кричу: о, смотрите, это же Босфор! Я даже его сфотографировала. То есть у нас такая любовь сложилась, ведь на Босфоре я была 2 года назад с проектом Wargaming, блогеры по-флотски. Мы заходили на корабле на Крузенштерне в порт, и я тогда, у нас 200 человек было, и все таки Босфор, мы заходим в Босфор. 200 человек, я имею в виду курсанта, потому что это учебный корабль. И все выбежали, я говорю, чего тут такая пань, Босфор, как бы это такая штука, вот кто для кораблей, для пароходов, для вот этих вот, которые грузы тягают, это такое как бы значимая такая вот очень штука, вот это вот как вам объяснить правильно. Ну, вот как бы влюбилась, нашла, наверное, взаимопонимание какое-то. И важно было плыть правильно по ориентирам, стратегически. И тут всю дорогу, вот, у меня там было 2 дня запаса, когда мы приехали, я даже не ходила на экскурсии. Я очень хотела увидеть Софийский собор, посмотреть Стамбул. Я от этого всего отказалась, чтобы не выматывать себя, потому что это все равно пешие прогулки 15-20 километров. Я подумала, что все, я себя берегу, и я в номере сплю, ем и отдыхаю, готовлюсь к заплыву. Ганна, мы перервемся зараз на невеликую паузу на навіны. Нагадаю, што Ганна Бон сёння распавядае, якім чынам яна пераадолела Босфор. Не пераключайцеся.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Ад самага сэрца Еўропы. Еўрарадыё. Навіны – наша справа. 16:20. При микрофоне Лиза Кучаравая. Запрашаю на кароткі інфармацыйны выпуск навінаў. Міжнародны кангрэс даследчыкаў Беларусі ў гэтым годзе не адбудзецца. Старшыня аргкамітэту па яго правядзенні Андрэй Казакевіч паведаміў, што правесці яго сёлета ў нашай краіне не ўдалося. Мерапрыемства перанеслі на 2019 год, і яно адбудзецца ў замежжы, як гэта і было ў папярэднія гады. У Беларусі арганізатары спадзяюцца правесці кангрэс у 2020 годзе. Адзначаецца, што падрыхтоўчая праца па правядзенні ў нашай краіне міжнароднага кангрэсу даследчыкаў Беларусі ішла з канца мінулага года. Сёння адзначаецца дзень памяці Владзіміра Высоцкага, знакамітага паэта, барда і акцёра. Не стала 25 ліпеня 1980 года падчас Алімпіяды, якая тады праходзіла ў Маскве. Разнастайныя мерапрыемствы праходзяць у Расіі, а таксама ў Беларусі. Вядома, што Владзімір Высоцкі, ураджэнец Масквы, мае продкаў, якія жылі ў Беларусі. Сваячка Высоцкага, доктар мастацтвазнаўства, прафесар, лаўрэат дзяржпрэміі мінчанка Надзея Высоцкая некалькі гадоў таму распавядала, што спрабавала распавесці Владзіміру пра яго карані ў Беларусі, але яго гэта не зацікавіла. 26 ліпеня ў Беларусі абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі з-за навальніцы. Уначы ў асобных раёнах, а ўдзень на большай частцы тэрыторыі краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы, чакаюцца навальніцы. Уначы тэмпература паветра будзе вагацца ад 15 да 20 зранку. Удзень сіноптыкі прагназуюць ад 24 да 30 градусаў са знакам плюс. Больш інфармацыі чытайце на еўрарадыё.фм. Уключыся ў час. Еўрарадыё. Яшчэ раз усім прывітанне, працягваем жывы эфір з Ганнай Бонд. Ганна на мінулых выходных пераплыла заліў Басфор з Азіі ў Еўропу, і вось сёння Ганна нам распавядае, як гэта ўсё было. Слухайце, вось вы кажаце, што у любым выпадку гэта такі складаны занятак, так, пераплыць гэта ўсё, але вось існуюць такія меркаванні, у інтэрнэце іх шмат, маўляў, Басфор лёгка даецца, бо там такое цяшэнне, што любы справіцца, маўляў, просто дастаткова 2 гадзіны барахтацца ў вадзе і ўсё. Ці так гэта? Ну, вы знаете, многие же говорят, что можно в лимит 3 часа, вот я бежала полумарафон 21 километр, 2 часа 50 минут, это было не лучшее время, но я до этого никогда не бегала, за 6 недель подготовилась. Ну, если просчитать, даже пешком, в принципе, за 3 часа не дойдешь. Все равно надо бежать быстро или медленно. И что касается Босфора, мне всегда любопытно, это пишут люди, которые уже плавали, или все-таки просто комментаторы диванные. Потому что вода Босфора, если вы почитаете, она весьма коварная. Если вы посмотрите, погуглите видео, триатлонцы, которые занимаются спортом, да, и для этого у них цель жизни, они записывают видео, где они говорят, что они никогда не попадают в течение на финише, в то, что было со мной. И 15-20 минут, видя финиш, понимают, они плывут, что финиш стоит, и ты к нему не приближаешься. То есть видно трибуны, вот оно там где-то люди, сейчас оно где-то вот тут понтон с финишем, а ты к нему не можешь приблизиться, потому что ты просто барахтаешься в течение в воде. У нас была девочка, белоруска, которая живет в Украине, она очень подготовлена, была спортивная, она не пришла к финишу. То есть ее вынесло, она пыталась вернуться в течение, из обратного течения 3 раза, у нее сдали силы, у нее это не получилось. Плюс есть еще лимит времени, да, кто-то улучшает результат, 2 часа все-таки ты должен уложиться в них.
И вы же видите, я же вам показала, если брать, здесь можно как змее навилять, вот здесь по бокам все это все встречное течение. Ты же не знаешь, с какой стороны оно начнется, с какой стороны оно будет, а оно выносит мгновенно, сила у него большая. И получается, что ты, Босфор – это стратегия на самом деле. Как сориентироваться, как меньше взять дистанцию, как проплыть. Течение оно есть, но это не значит, что ты можешь просто лежать, и тебя, извините, как там, какашку принесет, понимаете, куда-то к финишу. Ну, нет, конечно. Оно тебе вынесет, и оно выносит сразу все в открытое море тебя, ну, если так разобраться. А у меня было тоже, вот я плыву, я вижу финиш, и все, я уже поняла, я столько преодолела, и я уже думаю, ну вот, я уже все, класс, все. И тут я понимаю, что подвох-то где-то он был, и он есть. И мне пришлось минут 15-20 повоевать с течением. Тут я дистанцию, я не ставила рекордов проплыть там за час или там за сколько-то, причем спортсмены за час приплывают, профессионалы. Моя задача была, вот тренер давал наставление, чтобы я в одном режиме временном постаралась проплыть без суеты, без, не растрачивая сильно сил, именно добраться до финиша. А на финише уже начинается борьба. То есть ты финишируешь, а у тебя течение, вот, и все. Еще бы вот минут 20-15 я бы побарахталась, и сил бы у меня доплыть уже не было. А поверьте, когда ты преодолел уже большую дистанцию, добраться до финиша вот в этой борьбе уже, ну, как бы, все, ты выкладываешься на 100%, и все, ну, ты просто сдыхаешь. И, ну, там же все равно есть люди, которые, лимит 2 часа, которые по 3 часа, ну, там максимум, ну, не могли добраться. Это, ну, не просто. Опять же, это все, я говорю, диванные комментаторы, ведь очень сложно, во-первых, туда попасть невозможно. Ну, вось, дарэчы, шмат было белорусов? Белорусов было около 30 человек, и нашей школы было 14 человек, да, которые принимали участие в заплыве. На удивление, я была, вы знаете, максимально сосредоточена из-за вот этого груза. Я поняла, я успокоилась, я перестала суетиться. Как-то я собралась, в общем-то, силы в кулак для того, чтобы выдать результат какой-то. В первую очередь просто доплыть. У меня не было, я не собиралась там ставить никаких рекордов. Но я проплыла быстрее всех наших девушек. Нас их было 4-5 человек, и быстрее некоторых мальчиков. Но только в силу того, что я не гребла сразу, там, я просто вот уравновесилась и вперед. И мне хватило как раз-таки этих сил, чтобы на финише бороться с этим встречным течением. Дарэчы, ёсць нейкая статыстыка, хто з беларусаў самы першы прыплыў? Ёсць такія людзі? Вы знаете, ну нет. В принципе, вы можете на сайт посмотреть, зайти у них на сайте, у них есть все выники, так? Выники, таблица, да. У нас вот жалко мне нашего белоруса, который с нами стартовал, у него чип отваливался с ноги еще прямо на корабле при мне. Он стартанул и потерял где-то посередине заплыва чип, он вылез, но ему сказали, вы можете писать в Олимпийский комитет вот, в Турции, да, они там будут это предметно разбирать. Вот это обидно, да, проплыть и понимаешь, что твоего выника нигде нету. Но ты проплыл, и ты знаешь, что Антоха проплыл, вот, ну, вот такие тоже случаи бывают. Очень сильная техника безопасности. У меня даже цепочку сняли мою, казалось бы, она не массивная была, сережки с девушек снимают, потому что на тебе может быть только шапочка с номером, купальный костюм, чип на ноге, все, остальное все категорически запрещено. Нельзя снимать, хотя у них есть трансляция, вот я уже в Ютубе видела, некоторые у нас себя уже нашли, я еще не искала, потому что там на 3 с лишним часа видео, но вот буду откапывать. Ну, вот как-то так. Нагадаю, што Ганна Бон сёння распавядае, якім чынам яна пераплыла, пераадолела заліў Босфор. Калі ласка, калі у вас ёсць пытанні для Ганны, задавайце іх пад нашымі відэастрымамі ў Фейсбуку, ВКонтакце, Аднакласніках. Ганна, ну вось вы прабеглі паўмарафону свой час у Мадрыдзе год таму. Так да. Вы зараз бегаеце? Нет, конечно. Будзеце плаваць далей? Плавать, астматикам показано плавание, оказывается, но только в лайтовом режиме, не когда ты там на тренировке по 2000 наяриваешь, по 3, да, и как бы, нет, я сейчас очень хочу побыть девочкой, как раз-таки заняться физкультурой по-нормальному, уйти от этих всех испытаний над собственным организмом, потому что, судя по всему, он уже и так не благодарит, но у меня такая была космическая установка. Я думала, ну вот еще потерпи чуть-чуть, и я вот обещаю, тебя буду холить и лелеять, правда. И вот как-то он и не подкачал. И нет, сейчас я буду заниматься только собой и здоровьем. А бегать, в принципе, не знаю, мне было гораздо, наверное, тяжелее. Все-таки я уже поняла, что
пловец. И мне понравилась вода тем, что вот эта вот тишина, казалось бы, монотонно плывешь одно туда-сюда. Ну, это же наплавываешь километр. А если улучшать технику, то это же упражнения, которые тоже нелегкие в воде. Но вода дает возможность, она тебе как бы умиротворяет, она тебя уравновешивает, она заземляет, что ли, да. Это после воды нет такой усталости, как после бега, да. Я продолжу тренироваться, и, возможно, если получится, я так хочу собрать больше единомышленников, чтобы они вот ощутили весь этот кайф от воды на Босфор, что я говорю, я готова даже поехать с вами в следующем году и возможно, улучшить даже свой результат. Хотя вот у нас был парень с нами, который до этого 2 года назад был на Босфоре, и он показал сейчас результат, во второй раз был гораздо хуже, чем в первый раз. Вот. Но тем не менш, вы уже у себе у Фейсбуку задали питание. Что я буду делать дальше? Что придумать еще такое? Думаю, все же мне тоже говорят. Первый вопрос всегда у меня, у людей по отношению ко мне, говорит, зачем ты это делаешь? Зачем тебе это надо? Там, ты сумасшедшая. Да зачем? Мама моя, знаю, там плакала, очень переживала и говорила, не надо. Когда я в больницу попала вот с приступом с этим, мне тоже приходили, брось, тебе не надо никому ничего доказывать. Я говорю, вы, ребята, не понимаете, что это совершенно другая вообще история. Чтобы ощутить эти эмоции, это же не как там, вот я говорила, это же вообще иные, ты их не испытываешь. Там, когда человек влюблен, одни чувства, когда там он выпивает, там другие, когда у него что-то вот он... Разные всегда эмоции и чувства. И вот спорт, вот именно вот этот, да, с целью такой конечной, он тоже дает несколько приятные такие эмоции. Дальше давайте диплом покажем. Я не договорила, что-то там у нас. Что у нас там? Про то, что еще придумать. Придумать. Ну, и они мне там стали все советовать. Ну, Евробашение там уже все хочет. Я сказала сразу, триатлон не предлагать, потому что первое, что говорят, триатлон. Нет, я умру точно на триатлоне. А говорят, Евробашение, а вот здесь я уже подумала, почему не... Вы спеваете, Ганна? Нет. А разве это мешает кому-то на Евровидении? У нас, по-моему, от Евровидения не спевающих очень много. Особливо опошний претендент. Претендент, а последний это вообще такой казус Кукоцкого, да. Человек, реально он не пел, плюс совершенно не умел держаться на сцене. Уже отправили бы эту Гюнеш, наконец-то, да, который бы действительно, чтобы-то хотя бы стыдно не было за него. Хотя до этого певец этот Алексеев, да, он мне нравился, вот пока вот не началась вот эта история. И теперь он меня вызывает только раздражение. Но я думаю, теперь уже у всех. И, как он, я, наверное, могу спеть, может, даже лучше. Может быть, хотя бы на сцене у меня не будут дрожать так руки, потому что у меня есть опыт выступления на сцене, да. И почему бы и нет? Бэк-вокалистов поставят поющих, да и подтянут голосок. Так, вот, да? Давайте покажем. Вот. И вот показывают диплом, который дают там. Обычно на всех забегах дают медальки. А здесь медальки не дают. Здесь дают красивый, такой золотым тиснением диплом, красивой очень упаковочки. Потрясающе. У них вообще организация была такая, вот как и мадридский полумарафон. Это, знаете, такие топовые вещи. Очень дорогие. Там организация, как вам сказать, как будто вот все сделано, как будто ты вот сам бы вот сделал бы для всех. Знаете, так по-домашнему, уютно, плюс со всякими там зонами, с всякими... очень круто. Это было дорогое задовольнение? Участие стоит $120, получается. Ты там получаешь стартовый пакет, это маечка, рюкзак тебе дают, полотенце очень красивое тоже, где ты запоминаешь Босфор, даже вытираться им было жалко, тапочки, печенье, то есть такой стартовый пакет очень добротный. И плюс из этого формируется призовой фонд, потому что там же есть для 1, 2, 3 места у мужчин и у женщин. Кстати, в прошлом году, по-моему, россиянин занял впервие в истории, спортсмен, какой-то титулованный чемпион мира. И, организация, конечно, на высшем уровне, есть чему стремиться и чему учиться. Кстати, 26 числа на Минском море, 26 августа наша школа организовывает заплыв любительский. Кто, если хочет, на километр 3,6, милости просим. Я даже сама проплыву километр, больше, к сожалению, я пока не хочу, потому что еще мне вот эта вот моя история с Босфором, она свежа. Но километр проплыть запросто. Присоединяйтесь, поэтому будет такая, попробуйте, сможете вы или нет. Километр на самом деле не так плохо. Но когда я пришла плавать, я не могла и бассейна проплыть без остановки. Вы можете себе представить? То есть я сейчас понимаю, что когда я пришла заниматься плаванием, я бассейна не могла проплыть. Это просто 50 метров.
А сейчас все, ты раз, лег на воду и в бассейне, километр-полтора, вот час можешь спокойно без остановки плавать. Ну, это здорово. Класна. Слухайте, вось у вас же 107, так? 107, Да, номер, да. 1007 на дипломе. То бок гэта месца вы оплыли, отрывались 1000 Нет, это просто мой стартовый номер. Скорее всего, мне его дали при регистрации. Я тоже думала, это стартовый номер, который дают тебе на регистрации. Ну, мне понравилось такое, почти символично, да, 007, Анна Бонд. Вот, если брать... Ну, это, я думаю, что это при регистрации я попала под этот номер. Ну, значит, Евробачення мы обмерковали, чему не? И какие еще пропановы вас зацікавили? Вы знаете, я хочу в горы сходить. Но это дорогое удовольствие, на самом деле. Потому что вот такая любая подготовка, она требует дисциплины. И иногда оно выматывает, потому что ты пытаешься совмещать и работу. Я тоже не понимала. Говорят, триатлон это вид для успешных таких людей, да, которых бизнес уже сам работает, а они тренируются. И теперь я понимаю, что это, да, тяжело совмещать такой сильный, насыщенный рабочий график с тренировкой. Если ты там в 2-3 часа ночи закончил работу, а утром тебе надо уже идти на тренировочку. И причем, когда тренер ругается, что нет режима, он даже мониторил в Инстаграме, я сижу или нет. А как я не могу не сидеть в Инстаграме, в Фейсбуке, меня это мониторить? Ты не спишь, ты в сети, что час ночи там, 2. И представляете, ну вот так они меня долбали, как ребенка. Я говорю, не, все, ложись, да. Вот, потому что очень важно для спортсмена это сон в первую очередь. Если говорить, ну, режим, конечно, спортивный, питание, это все очень важно, потому что питаться нужно хорошо, чтобы у тебя была энергия на заплывы. То есть на 1200 калорий, как девочка, да, там ест салатик и отварную рыбку, ты сильно далеко не уедешь. Здесь все-таки нужна такая углеводная пища, а иначе, ну как проплыть? А как, где силы брать? Вот. Слухайте, тут яшчэ пытаюцца так, чаму не хочаце ісці ў прэзідэнцкі, ну, балатавацца ў прэзідэнты, сталі беларускай Ксенией Собчак. Ну, у нее же тоже не получилось. Поэтому мне кажется, что... Ну, она спробовала хотя бы. Ну, она спробовала, а чего и не поспробовать, знаете, вот, собственно. Да бог, все ж политика не ваша. Ну, а кто же знает? Я не пробовала еще, но я больше такая, мне нравится, как говорите, шоу-вумен, вот мне больше нравится. Ну, хотя в своем характере я уже наблюдаю некую такую спокойность, да, правильно? Или это за спорт, я вообще не могу понять. Я что-то скучаю по той Ане Бонд, которая была вообще такой вот слишком озорной. Ну, я думаю, это все из-за спорта, и это должно вот сейчас как-то устаканиться и вернуться. До речі, ви сьогодні їдете болеть за БТ? Сьогодні вони грають з Хиком Финским. Я знаю. Знаете, но есть обстоятельства, по которым я не поеду, но я, конечно, желаю удачи, я всегда за них переживаю, болею, и я тоже посмотрим, что сегодня получится. Да. Ну, в принципе, у меня планы могу быстро поменять. До речі, ще питаються, чи не хотели бы вы поспробовать себе у рэп-баттлах? Вы знаете, да, один раз я работала работу корпоративную, и у нас там по сценарию вышли там рэперы и начали там чего-то бомбить. И вдруг меня так понесло, я в микрофон там начала что-то подыгрывать. Та-да-да-да-да-да-да. И я что-то текст такой валил на меня. Но я, правда, кока-колу сразу выпила. А, знаете, глюкоза пошла. На забегах же тоже часто дают кока-колу, знаете, да? Сахар в кровь, и мгновенно тебе мозги начинают там тараторить. Вот, и рэп-баттлах. Ну, почему нет? Знаете, я же говорю, что переплыв вот это расстояние, эту дистанцию, я больше чем уверена, что сейчас у меня начнется что-то новое. Хотелось бы, чтобы... Вы знаете, мне мужчина не выдержал, вот он сказал, что твоя вот эта подготовка босфоровская, она испортила нам жизнь. И что, слышал? Ну, мы что-то вот, пока вот я летела в самолете, мы разошлись. Пока вот, да. Вот, может, вот как-то так. Что он сказал, что я стала очень нервная, что я уже Босфор. Ну, конечно, у него нервы, видно, сдали. И у меня сдали еще во время подготовки, а у него вот, в общем, да. После финишу, да. Андрей Минский вам передает привет. Да, видите, спасибо. Я всегда говорю, вы видите, кто это? Я говорю, надо картинку посмотреть, фоточку, кто это. Ганна, дякую вам велике. Мы же чекаем от вас черговых подвигов. А что мне сделать? Так вот, я секунду, я по поводу гор. Это дорогое удовольствие. Вот если найдется спонсор, который меня отправит, там, это все, знаете, $1000, оказывается, стоит. Или в Арктику, я с удовольствием готова. Вот, да. Так что чекаем новых пригодаў ад Ганны Бонд. Дзякуем вялікі, што завіталі. Нагадаю, што сёння Ганна распавядала нам пра свае прыгоды ў Басфоры.
Счастливо. Мне нравятся пригоды. Пригоды Ганны Бонд. Передачу такую снять, да? Войнот. Пригоды Ганны Бонд. Ой, смешно. Смотрите, как родилась. Так и надо называть программу, да? Так, пригоди Ганни Бонд. Щасливо. Еврорадио. Моц настрою.